Уважаемый Бадрус Здорович, рад вас очень видеть. Хочу еще раз поздравить вас и весь народ Абхазии с праздником, с Днем Победы. Мы вчера принимали участие во всех мероприятиях. Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую победу. 55,5 тысяч человек участвовало в боях, и, к сожалению, 17,5 тысяч погибло, не вернулось с фронта. 23 человека получили звание Героя Советского Союза, 3 полных кавалера ордена Славы. Сегодня наши отношения строятся на основе договора 2014 года о союзничестве. Создана хорошая, прочная договорно-правовая база. Есть над чем работать, безусловно. Проблем, конечно, всегда много и хватает. И перед вами много задач. Безусловно, люди после избрания вас президентом ожидают, что вы будете результативно работать на благо народа Абхазии. Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области. Это имеется в виду и образование, и здравоохранение. И, конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков. За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше. Знаю, что очень важным является логистика, аэропорт. Вот обо всем об этом и поговорим. Очень рад вас видеть. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Благодарю вас за возможность в эти дни посетить мероприятия, посвященные Великой Победе, Великой Отечественной войне. Для нас это особое событие, это наша общая история, которой мы дорожим. Мы понимаем, что это та история, которую нужно оберегать. К сожалению, в современных условиях идет попытка переиначить историю. И все, что вы делаете, это в том числе связано с сохранением истории, которая дорога для нас. И в этой связи позвольте поблагодарить вас. Для нас очень важное участие в этих событиях и мероприятиях. Что касается российско-абхазских взаимоотношений, они развиваются динамично. Владимир Владимирович, буквально на прошлой встрече вы давали ряд поручений, которые были реализованы оперативно, своевременно. Для нас очень важна реализация была инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено. Также ряд ключевых поручений по поддержке пенсионеров, выдача водительских удостоверений. То, с чем мы обращались в прошлый раз, они реализуются. Особая благодарность народу Абхазии, вам лично, народу Российской Федерации за отношение к нашей республике, за ее безопасность, сохранение мира на нашей земле. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить от своего имени, от народа Абхазии, посетить нашу республику в любое удобное для вас время. Мы вас искренне ждем. Надеемся, что вы примете это приглашение. Спасибо большое, с удовольствием. С вами определимся потом. Спасибо большое еще раз. Спасибо за встречу.